Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 1 декабря Госсобрание Илтумен-Якутии на пленарном заседании приняло корректировки в закон о госбюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Как поддерживаются местные инициативы и исполняются социальные обязательства в республике? Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это министр финансов Якутии Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуй, Иван. В начале беседы давайте поговорим о тех корректировках закона. Согласно им, безвозмездные поступления в бюджет Якутии на 2020 год увеличились более чем на 11 миллиардов рублей. Расскажите о ходе завершения финансового года в республике и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета. Да, спасибо за вопрос, Иван. Действительно, задачи сбалансированности и устойчивости государственного бюджета в 2020 году были актуальны на протяжении всего периода времени исполнения государственного бюджета. Как вы знаете, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, конечно же, были приостановлены некоторые отрасли экономики. Некоторые отрасли экономики испытали серьезный спад реализации продукции. Все это вызывало тревогу, и оценка выпадающих доходов были различными в течение всего периода. И работа главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, правительства республики в целом были направлены на мобилизацию собственных налоговых доходов, на оказание поддержки, той поддержки, которая выделялась из федерального бюджета. В целом, по итогам корректировки бюджета, доходы государственного бюджета составят 253 миллиарда рублей, и из них налоговые и неналоговые доходы нам удалось увеличить почти на 6 миллиардов. То есть в начале года, когда мы планировали получить 122 миллиарда собственных налоговых и неналоговых доходов, нам удалось прирастить их и на сумму 6 миллиардов. Кроме того, была оказана значительная поддержка из федерального бюджета. Прямая поддержка дотации на сбалансированность именно из федерального бюджета составила 6,5 миллиарда рублей. Вы знаете, что достаточно существенные ресурсы направлялись на борьбу с ковидом. За счет средств федерального бюджета на выплаты медицинским работникам, социальным работникам направлялись средства и на другие цели. В целом этот объем составил около 7 миллиардов из федерального бюджета. А кроме того, из регионального бюджета путем консолидации всех ресурсов нашего государственного бюджета было направлено порядка 3,8 миллиарда рублей. То есть значительные ресурсы направлялись на поддержку здоровья и жизни наших граждан. Но и в целом по всем остальным обязательствам также были приняты решения в этой корректировке. Мы увеличили объемы на образование на 3,4 миллиарда рублей. Увеличили ассигнования на субсидии для жилищно-коммунального хозяйства в связи с регулированием тарифов для населения почти на 5,2 миллиарда рублей. Мы увеличили также расходы на санитарную авиацию, у которой были значительные расходы в связи в том числе и с увеличением перевозки больных коронавирусной инфекцией. Мы добавили почти 400 миллионов до конца года, чтобы выполнять эти санрейсы безукоснительно. Кроме того, мы предусмотрели и дотацию на сбалансированность местным бюджетом, муниципальным районам, городским округам, для того, чтобы частично компенсировать те выпадающие доходы, которые у них образовались в связи с замедлением темпов роста экономики в целом в нашей республике. Кроме того, в ноябре уже было принято решение Фондом содействия реформе ЖКХ на задачи переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Было выделено дополнительно республике 10 миллиардов рублей, которые, конечно же, ускорят реализацию и этапов 2020 и 2021 года. То есть мы можем говорить о том, что рост доходов и, соответственно, расходов 2020 года мы будем констатировать по этому году с ростом на 15% по сравнению с 2019. О чем это говорит? Это говорит о том, что несмотря на тяжелейший год, ежедневная, кропотливая, целеустремленная работа руководства республики во главе с Арсением Сергеевичем Николаевым
и всего правительства, она дает тот результат, что многие недостатки, которые нас беспокоили в расходах государственного бюджета, до конца года будут закрыты. Еще раз повторюсь, это и в системе образования, и в системе ЖКХ, и в санавиации, и поддержка предприятий воздушного транспорта, которые, конечно же, испытали наибольшее падение, снижение пассажиров. Ну а социальные обязательства, конечно же, будут исполнены в полном объеме. Это вкратце вот по итогам корректировки, которые существенно увеличили с 224 миллиардов до 253 миллиардов по доходам и 260 миллиардов. Недавно были подведены итоги традиционного всероссийского конкурса среди служб финансового контроля России. И по его итогам Министерство финансов нашей республики признано лучшим органом внутреннего государственного финансового контроля. Расскажите об этом конкурсе, по каким критериям выбирали победителей? Да, действительно, 24 ноября были подведены очередного традиционного всероссийского конкурса среди органов государственного финансового контроля. И по итогам этого конкурса первое место завоевало Министерство финансов Республики Саха-Якутия. На втором месте Министерство финансов Республики Карелия. На третьем месте органы финансового контроля Республики Крым и Алтайского края. Безусловно, я считаю, это очень серьезной оценкой профессиональной, кропотливой деятельности нашего службы государственного финансового контроля Министерства финансов, которую возглавляет заместитель министра финансов Марьяна Семеновна Васильева и руководитель департамента Варвара Петровна Иванова. Оценка велась достаточно серьезным конкурсной комиссией, в состав которой входит представитель Министерства финансов Российской Федерации, федерального казначейства как основного органа федерального финансово-бюджетного надзора, и представители общественности и специализированного журнала «Финконтроль». А критерии были достаточно серьезные. Это и укомплектованность кадрами оценивается, системность и охват контрольных мероприятий, результативность и эффективность проведения данных контрольных мероприятий, и прозрачность и гласность организации и осуществления контрольно-ревизионной деятельности, а также присутствие автоматизации данного процесса. Вот по этим серьезным критериям наша финансовая служба по государственному финансовому внутреннему контролю была оценена как первое место. Для нас это очень отрадно. Это, еще раз повторюсь, подчеркивает результат большой и кропотливой работы, иногда действительно незаметной для большинства, но очень важной для в целом государственных финансов. Вы помните, что основными критериями в отношении государственных финансов любого уровня являются принципы учета и контроля. И вот во второй части, самой серьезной части, оценка была очень высокой и серьезной. Я еще раз выражаю благодарность нашим сотрудникам, ревизорам за то, что их работа была объективно высоко оценена. Я поздравляю вас и ваш коллектив с такой высокой оценкой вашей деятельности. Уверен, что планка понижаться не будет ни в коем случае. Министерство финансов России в ходе телемоста с регионами страны объявил проект из якутского села Мыралай лучшим в номинации «Общественное партнерство» Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Что это за конкурс и о чем этот проект? Да, программа поддержки местных инициатив, реализующие принципы инициативного бюджетирования, когда население сами выбирают проект, который они могут реализовать на территории своего муниципального образования. Они сами участвуют, в том числе вкладом и денежным, и неденежным трудовым. Туда же привлекаются и бизнес-сообщества, местные предприниматели. То есть это совокупность реализации вопросов местного значения, которые граждане сами выбирают и сами участвуют в реализации. А из государственного бюджета выделяются субсидии на эту поддержку. Ежегодно она составляет сумму 500 миллионов рублей. И вот по итогам ежегодного конкурса, по итогам проектов, реализованных в 2019 году, в номинации «Общественное партнерство», в котором оценивается как раз и вклад населения и местного бизнес-сообщества, в данном случае первое место занял проект «Эко-Квантум», реализованный в Магдугайском наследии Чурапчинского улуса в детском садике, что для нас очень тоже отрадно. Проект абсолютно интересный, инновационный «Эко-Квантум». Это площадка
в которой были сосредоточены современное оборудование, и игровое, и компьютерное, где дети дошкольного возраста уже сами могли расширять свои знания в области физики, географии, могли сами участвовать в этих процессах и наглядно изучать. Это, я считаю, очень такой прорывной проект. Я, конечно, очень рад за ту инициативную группу Садика Чуарончик, которая реализовал этот проект и который среди более 400 проектов из Федерации заняли первое место. И, кстати говоря, в этом конкурсе также присуждается и денежный приз 100 тысяч рублей для дальнейшей реализации таких инициативных проектов. Ну, а в целом, конечно, Республика Саха-Якутия занимает передовые позиции. Это подтверждает итоги ежегодных конкурсов реализации программ поддержки местных инициатив. Ежегодно у нас реализуется около 400 проектов, порядка 400 муниципальных образований. Я считаю, что это самый масштабный проект, где граждане видят воочию результаты своего и своей инициативы, своего результата, и видят существенную и реальную поддержку как органов местного управления, так и органов государственной власти в лице прямых субсидий. Я считаю, что это очень перспективное направление, и в следующем 2021 году глава Республики Саха-Якутия объединяет и с другими проектами под единым проектом «Родные города и села». Это и комплексная сельская территория, и городская комфортная среда, которые в совокупности будут решать вопросы местного значения на территории наших временных поселений, городских и сельских. Очень актуальна в последнее время тема финансовая грамотность населения. Насколько я знаю, с 1 января начинает работу региональный центр по финансовой грамотности. Чем именно он будет заниматься, какие программы предусмотрены для реализации? Да, программа, вернее даже стратегия повышения финансовой грамотности реализуется в Российской Федерации уже с 2017 года и ее период по 2024 год. В рамках реализации этой стратегии Минфин России постоянно проводит мероприятия, но при этом и другие организации, как Национальный банк Республики, Управление пенсионных служб, Управление Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзор. У всех есть различные мероприятия повышения финансовой грамотности. В этом году по поручению главы Республики Саха-Якутия было дано поручение о создании Координационного единого совета. И он был создан в республике по уже систематизации, координации вот этой просветительской деятельности всеми организациями Министерства ведомств. Конечно, для этой помощи необходим был координирующий орган. И было создано Центр финансовых компетенций по повышению финансовой грамотности. Он создается на базе нашего финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Данный колледж уже несколько лет проводит аналогичную программу повышения финансовой грамотности в содружестве с Ассоциацией повышения финансовой грамотности города Москвы, которая работает с Минфином Российской Федерации. У нас уже подготовлено достаточно много волонтеров, тьютеров, тренеров, сертифицированных по повышению финансовой грамотности, которые работают в учебных заведениях, в вузах, среди различных групп населения. И вот эта вот координация всей этой деятельности будет сейчас образована в едином центре, и образовательная, просветительская, методологическая работа будет поставлена на новый уровень. Надо сказать, что вчера как раз-таки открылся семейный фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее». Он будет проходить в течение этой недели на базе Финколледжа. Вы можете заходить на этот сайт. Там подготовлены в режиме онлайн различные мероприятия, лекции, познавательные игры для того, чтобы семьи с детьми могли посетить и повысить свою финансовую грамотность. Поскольку мы считаем, стратегической задачей образования наших детей является и повышение финансовой грамотности уже с раннего возраста, и особенно в рамках семьи, потому что формирование семейного бюджета, бюджета домохозяйства является важной основой в целом создания здоровой финансовой системы общества любого региона на уровне поселка, города, региона и страны. Это рождается именно в домохозяйствах, как мы их называем, а это семьи. Вот почему важно нам было объединить усилия всех министерств на базе единого центра финансовых компетенций, который очень квалифицированно, я считаю, представит финансово-экономический колледж. Эта задача в этот фестиваль семейный станет еще одним из мероприятий, которые традиционно Министерство финансов проводит ежегодно.
и телевизионная олимпиада среди старшеклассников, и ярмарку финансово-социальных услуг, и неделя финансовой грамотности в школах, которые традиционно проходят осенью. Это тоже один из фестивалей, и мы думаем, что расширение образовательной части, исследовательской, методологической будет поднято на новый уровень для того, чтобы повысить индекс финансовой грамотности нашего населения. Валерий Алексеевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили с министром финансов республики Валерием Жандоровым. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.